Теперь это улица Санкт-Петербургская, и не случайно здесь Петр I со своей свитой. Они тоже вместе с городскими властями и местными жителями приветствуют почетных гостей, главу Чечни Рамзана Кадырова и губернатора северной столицы Георгия Полтавченко. По словам мэра Грозного, это место станет еще одной достопримечательностью для туристов из Санкт-Петербурга. Когда Рамзан Ахматович дал поручение переименовать одну из центральных улиц города Грозного в Санкт-Петербургскую и провести реконструкцию, мы с особым энтузиазмом взялись за это дело, тем более, что Рамзан Ахматович лично контролировал ход работы и оказывал всяческую поддержку. Для грозненцев является большой честью иметь в своем городе Санкт-Петербургскую улицу, и со стороны руководства города будет к этой улице особое внимание, и мы приложим все усилия, чтобы и дальше эта улица оставалась такой же опрятной, зеленой, красивой, как и сегодня. Бывшая Интернациональная – одна из центральных и красивых улиц столицы, где находятся как жилые дома, так и административные здания. Здесь и главный корпус Чеченского государственного университета. Кстати, инициативу переименования улицы наряду с жителями поддержали и одобрили и студенты вуза. Уважаемый Георгий Сергеевич, дорогие гости, Чеченскую республику и северную столицу страны давно связывают теплые отношения. Наш первый президент, герой России Ахмат Хаджи Кадыров, искренне восхищался красотой Петербурга, всегда с большим удовольствием его посещал. Он стоял у истоков установления тесных дружеских отношений с Санкт-Петербургом. К сожалению, трагическая гибель от рук террористов не позволила ему в полном мере реализовать большие планы. Для нас продолжение курса Ахмат Хаджи является важной задачей. Мне очень приятно, что в Петербурге с особым уважением относятся к памяти Ахмат Хаджи, его заслугам перед нашим Отечеством России. Чеченский народ с огромной благодарностью воспринял решение Петербурга присвоить его имя одному из городских мостов. Мы хотим упрочить братские отношения между нашими городами. Сегодня в Грозном мы открываем Санкт-Петербургскую улицу. Это одна из самых красивых центральных магистралей столицы Чеченской республики. Здесь расположен наш государственный университет, в котором учатся многие тысячи студентов. Они тоже просили назвать именно эту улицу Санкт-Петербургской. Уверен, что это решение послужит сближению наших регионов, активизации взаимовыгодного сотрудничества и укреплению дружеских связей. Чечню и Санкт-Петербург связывают давние и добрые отношения, отметил в своем выступлении Георгий Полтавченко. Об этом говорит история. Чеченцы одни из тех, кто защищал Ленинград во время Великой Отечественной войны. А о вкладе в новейшую историю страны Ахмата Хаджи Кадырова можно говорить долго, подчеркивает гость. Имя Героя России увековечили, назвав его честь мост через Дудерговский канал. Мы в нашем городе чтим людей, внесших большой, огромный, неоценимый вклад в борьбе за свободу и независимость нашей Родины, за ее спокойствие, за ее право жить в мире и развиваться так, как она считает нужным. Поэтому мы очень трепетно относимся к памяти героя Российской Федерации Ахмат Хаджи Кадырова. И именно поэтому мы назвали один из вновь построенных мостов в Санкт-Петербурге именем этого отважного человека, выдающегося сына чеченского народа, человека, который, по большому счету, отдал свою жизнь не только за родную землю, но и за всю нашу Россию, за то, чтобы в России сегодня был мир и благополучие. И мы, естественно, с огромным чувством благодарности воспринимаем инициативу властей президента Чеченской Республики, властей города Грозного присвоить имя города Санкт-Петербурга одной из центральных улиц вашего прекрасного города. Мы гордимся этим. Мы, я думаю, мои коллеги со мной согласятся, будем внимательно следить, как эта улица развивается, будем помогать ее благоустраивать и благоукрашать, потому что это теперь маленькая частица Санкт-Петербурга навсегда остается в вашем прекрасном городе. Я хочу сказать, что мы вот второй день в вашей республике, в вашем городе, и видим, насколько много сделано за годы после известных трагических событий. Сделано под руководством и Ахмат Хаджи Кадырова, и уважаемого президента Чечни Рамзана Ахматовича. Уверен, что вот та работа созидательная, которая ведется все эти годы, она уже сегодня дает свои плоды, но еще больше даст в будущем. Потому что та молодежь, которая растет в мирное время, благодаря подвигу их отцов, та молодежь, которая сегодня получает образование и ощущает себя частью великой страны России, нашего единого государства, нашей огромной большой семьи, я уверен, достойна светлого будущего и, самое главное,
эта молодежь будет приумножать успехи нашего государства и прославлять и Россию, и Чечню далеко в мире, потому что мы этого достойны. Мы великая с вами страна. И хотел бы отдельно сказать спасибо вам большое. Мы себя чувствуем вообще здесь практически как в Питере. С нами даже Петр I. Прошу обратить внимание. За это вам двойное спасибо. И я хотел бы на память о нашей сегодняшней встрече, вот этом замечательном мероприятии вручить мэру города Грозного небольшой сувенир из Санкт-Петербурга. Это символ нашего города. Мосты, которые разводятся, но мост нашей дружбы разводиться никогда не будет. Почетное право открыть мемориальную доску предоставили главе Чечни и губернатору Санкт-Петербурга. В честь переименования здесь же дали залп из старинной пушки. До переименования улицу полностью реконструировали. Это озеленение, обновление фасадов многоквартирных домов и коммерческих объектов, новые ограды. Дорога и дворы заасфальтированы. Улица теперь новая во всех смыслах. Радуются местные жители. Для меня очень приятно, что теперь у нас в Грозном есть своя маленькая частичка культурной столицы нашей страны. Приятно, что есть еще одно очень прекрасное место, где можно вечерком выйти погулять. И не менее символично, что именно эта улица названа в честь Санкт-Петербурга. Это поспособствует тому, чтобы жители Санкт-Петербурга и жители города Грозный, чтобы они тесно дружили, тесно сотрудничали между собой. Начиная с 90-х, как мы только переехали именно в культурную столицу России, Санкт-Петербург, где у меня дети пошли и в садик, и в школу, и в институт, оно мне напоминает тот же Питер. Хотя меня она приняла как вторая родина. По сегодняшний день у меня сын там еще учится. И меня радует, так как приехал в Санкт-Петербурга, и Санкт-Петербург за мной приехал, в нашу солнечную столицу Грозный. Модернизация коснулась и уличного освещения. Лампы заменили на более экономичные, светодиодные. Появились новые тротуары. Комплексные работы по благоустройству завершились всего за 2 недели. Так улица теперь соответствует своему статусу – Санкт-Петербургская. Ясмина Гацаева, Дени Хавхаров, Шамиль Саламов при поддержке пресс-службы главы республики. Новости.